действительно очень красивое место, можно даже сказать сказочное. На самом деле мы пришли сюда не случайно, а для того, чтобы, уважаемые друзья, показать вам, насколько здесь красиво, и раскрыть несколько рецептов приготовления вкусных блюд. Сегодня в этом нам поможет, конечно же, шеф-повар. И непростой шеф-повар, он приехал специально из Турции для того, чтобы раскрыть для нашей программы на кухне самые вкусные рецепты приготовления, которые готовят непосредственно в Парадисе. Мы все знаем прекрасно о том, что в Парадисе безумно вкусно готовят. Дия, прежде чем мы приступим к процессу приготовления, я хотела бы попросить вас, чтобы вы рассказали немного о себе, свою историю, как вообще вы начали работать поваром. Я первый раз в Турции работал, 16 лет уже в этом работаю. Я своей работой радуюсь, что у меня такая работа. И самый элитный в ресторане я работал. Дорогие гости туда приходили, элитные культурные люди приходили, и все ушли довольны. Алхамдулилла. Ну, я так понимаю, что вы родом из Турции, да? Там красиво? Да. А какие блюда в Турции являются национальными? В Турции вот много видов, рулет есть из ягнят, рыба есть, там острый, это перси кебаб, это уже искандер кебаб. Я учился и работаю по всей Еврокухне, нет такой кухни, чтобы я не знаю. Я надеюсь, что в скором будущем мне удастся попасть в Турцию и попробовать вот эти национальные блюда. Тем не менее, я знаю, что в любом случае это будет очень вкусно. Ну что ж, сейчас думаю, что очень вкусно будет у нас, потому что мы будем готовить. А что мы будем готовить, Дия? Расскажем. Сегодня мы в первую очередь со сливкой томатный суп сделаем. Диетическая еда, очень вкусная. Потом за ним будем приготовить это ягнячью рулетку, потом еще стейк. Да, я надеюсь, что мы это успеем все приготовить, и в роли дегустатора сегодня у нас будет самые всеми любимые, уважаемые Макка Меживы. Так что, уважаемые друзья, поклонники Макки Меживы, оставайтесь с нами, и в конце программы вы увидите не только, как она будет дегустировать все это блюдо вместе со своей семьей, а также споет нам одну из самых своих любимых песен. Ну что ж, приступим к приготовлению. Зия, с чего начнем? В первую очередь мы это томатный суп начинаем с сливкой, но только помидор должен чищенный, без кожуры. Мы туда добавляем большую столовую ложку мука, после муки добавляем сливка, чтобы получилось у нас крем. Ну, очень также быстро готовится, в течение 5 минут можно приготовить и подать на стол. Вы сейчас добавили туда подсолнечное масло, я так понимаю, да? Все это делается на глаз. В первую очередь это томат должен на масле жариться, потом сливка, муку надо жарить отдельно, и потом сливка добавить, и в течение 5-10 минут максимально будет готовое. Не надо много добавить, мало хватает, но достаточно. Мука жарится на масле, хорошенько. Это готовится на 3-4 человека. Мука и сливка должны хорошенько жариться. Там. И смешаться тщательно все должно быть, да? Так. Потом помидор туда добавляется. Все вот так вот быстренько, да, делается? В течение 5 минут должен готово, чтобы не должны клиенты подождать. Чуть-чуть соль. И воды, да? И воды, кипяченой воды. Томатный суп очень диетически считается, ни масла, ни мяса, ни курица, ничего не добавляется. Это очень считается диетический и полезный суп. А вкусно? Очень. Ну что ж, посмотрим. Нам понадобилось совсем мало времени, буквально минут 5 для того, чтобы приготовить вот этот замечательный томатный суп. Ну а для приготовления его мы использовали просто подсолнечное масло, томат без кожуры, перетертый, и, конечно же, немного кипятка, соли и муки. И вот такая вот красота получилась.
очень красивое блюдо. Думаю, что оно будет, конечно же, и вкусным. Так, базилик. Это домашние сухари, они сами сделали здесь. Туда добавляется соль, чеснок и оливковое масло. Все очень просто, в принципе. Те, кто захотят дома приготовить это блюдо, я думаю, что это не составит особого труда. Ну а для чего вот этот сыр и сухарики? Чечевица и томатный суп любят это сухарики и голландский сыр. То есть это нужно будет в конце добавить сюда. Ну, примерно я хочу показать нашим уважаемым друзьям, что вот это будет, вот кто захочет, да, вот может сюда вот положить, в принципе, и добавить немножечко сыра, да, вот так. И что будет у нас следующее блюдо? Какое? Что мы будем готовить, вернее? Это чищенное филе, мы сейчас будем кусками разрезать. Это итальянское блюдо, итальянский стейк, но очень быстро тоже готовится. Обычный стейк бывает потолще мяса, приходится подождать, а это тонко режется и быстро готовится. Перец тоже режется мелко. Соломкой, да? Вот как и наше мясо. Чем тоньше, тем лучше будет. Вот это блюдо часто заказывают у вас в Парадисе? Ну, разные заказы, европейские, ну, много заказов бывает. Добавляем мясо. Установщик кишилика был? Мы сейчас готовим на 2 человека. Это рецепт на 2 человека. Огонь, значит, должен быть вот такой большой, да? Мясо должен хорошенько жариться. Зия, вы давно работаете в Парадисе? Ничего burada çalışıyorsunuz? 1,5 года уже он у нас работает. Yoksa. Ne söylemezsin? Он в Грозном тоже в других местах работал. Ага. Ну, мы рады, что он к нам приехал на работу. Ну а национальная кухня нашей Чеченской Республики вам нравится? Все полагаю, жизнь наш нравится большинству. Готовить вы их научились? Öğrenmem sen. Нет еще? Ну а вам самому нравится чейпукш, да? Там трудного ничего нету, говорим, я могу, просто Тамила не учит. Через 5 минут жарки добавили туда перец болгарский, который мы нарезали. Ага. И добавляется чуть-чуть соли. Сушеную, это райхан называется, это тоже приправа горная. У нас уже блюдо готово. Лаваш сверху вставляем, чтобы она мягкая становилась. Это на одному человеку, 1 порция. Добавляем голландский сыр. Который уже последовательности, когда мы это завернем, растает так вкусно будет, да? Biz koyandan sonra erimelidir o. Тут красота, чтобы повар должен шустрее, быстрее должен делать. Мы положили туда на сковородку, она должна давно на газу, на огне стоять, нагреваться. На медленном, значит, огне должна она нагреваться, да? Действительно, корочкой покрылась, так вот аппетитно выглядит. И в течение, наверное, 5 минут, да, с одной стороны 2 минуты и с другой 2. Даже минуты. Даже минуты. Да. Блюдо у нас готово. Это очень даже быстро готовится. Да, действительно, очень быстро приготовили. Теперь нужно красиво порезать и оформить. Ведь в приготовлении блюда это очень самый такой важный момент. Вот мы видим начинку. Мы называем это дип соус. Это дип соус значит, это обычный соус бывает жидкий, это бывает сухой. Такой
сухой соус, дип Да, соус дип называется. соус, Да. да. Ну а порезали мы сюда мелко огурцы, помидоры и зелень. Можно использовать также кинзу, петрушку. Укроп. Вот таким образом все у нас вот получилось. То есть стейк-фрап каждый повар по-другому тоже делает, каждый на свое усмотрение, вот, каждому как удобно. А это блюдо очень быстро готовится во все, где студенты, вот бывает, кто-то на работу опаздывает. Это большинство клиентов заказывает это блюдо. Да, действительно, очень красиво и очень быстро, и, конечно же, будет очень вкусно. Ну, а использовали мы, опять-таки, очень простые ингредиенты, приготовили буквально за 5 минут. Здесь использовалось мясо говядина, болгарский перец, соль, базилик сухой, и, конечно, лаваш, который они тоже в Парадисе готовят сами, голландский сыр. Ну, а на соус использовались просто огурцы, помидоры и зелень очень мелко порубленные. Так что, посетители Парадиса, если вы захотите очень быстро и вкусно перекусить, я думаю, что вот это блюдо очень будет кстати. Действительно, блюдо под названием стейк-фрап. Вот так вот. Ну что ж, приступим к следующему. Зия, следующее блюдо, которое мы будем готовить, как называется? Кузу серма. Переводится это как баранья... Ягнячий рулет. Ага, значит, рулет из ягненка, да, из баранины. Ну вот мы видим его, это у нас наглядное пособие. Ну а сейчас, Зия, что нужно сделать для того, чтобы приготовить вот это? Это блюдо готовится из ягнячьего мяса. Вот верхнее мясо снимаем, как это лаваш. И туда заворачиваем фарш и сухофрукты. Потому что сухофрукты добавляем для того, что там ягнячье мясо бывает запах. Тяжелый запах бывает. Чтобы этот запах убивать, добавляем мы туда сухофрукты. Чернослив 2,5 часа надо готовить. Поэтому мы держим это в готовом виде. Когда заказывают, оформляем и подаем на стол. И нужно разогреть это, да? Это готово, мы просто это разогреваем. Да, не добавляем никакого масла, никакой не добавляем, жидкости, нет. потому что у нас достаточно баранина все-таки жирная. Да. Yaptığımız patates püremizde bakın önce tuz ve süt var içinde. Patates püresi. Картошка в süt. Мы это тоже заготовка, это тоже как соус идет, это картошка и молоко, там больше ничего нету. Bunu tabancın altına iyice yedir. Когда у нас мясо готово будет, мы картошку туда накрыли. Yani bir şekilde hepimizin hazır olana kadar. Действительно, вот это сухофрукты, которые там находятся, это у нас в данном случае абрикос, чернослив, он немножечко сбивает вот этот вот запах баранины, да? Ведь мы знаем, что баранина отличается своим вот таким вот специфическим запахом. В совокупности эти продукты друг друга дополняют, и получается в конце концов действительно очень вкусно. Ну а подогреваем мы это, закончили мы это подогревать и выкладываем, да? И на картошку. Сверху. Ух ты, интересно как. И тонкий слой еще раз. Картошку. Такой торт у нас получается. Yani torta benzemese de bu Osmanlı'da çok iyi giden bir yemek. Хотя на торт похоже, но в Турецкой империи вот это самое Это крутое, турецкое блюдо, да? да? Турецкое блюдо, самое крутое блюдо считается. Ух ты, я в ожидании действительно попробовать именно вот это блюдо. Так, ну а теперь красный перец чили. Да, острый перец у нас чили. Картошка по-деревенской и острый чили. А что за соус, Зия? Это соус готовится с кости и с овощей. Она давно готовится, и грибы Из добавляют. костей? Да, из А костей. как это так? С кости, как порошок готовят. Дробят, да, кости? Да, да. Как порошок, вот как кофе порошок делает, и с этого мы готовим соус. Европейский соус. Да, интересно очень. И очень И запах такой вот. Очень полезная вещь. Да, действительно очень полезный, особенно для тех,
кому нужен кальций в организме, да? Для сустава вообще. Да, и полезно. для суставов. 48 часов с овощей это готовится. Кипит в кастрюле. Очень интересный соус. Впервые слышу о том, что из кости можно приготовить какое-то блюдо, особенно соус, который готовится в 48 часов. Интересно. Соус добавляем одну сторону, чтобы другую сторону видно было мясо. Чтобы посетители не думали, что там под этим соусом. Только с одной стороны. Да, с одной нужно стороны оформить. все. А с другой, чтобы Да. можно было видно вот это. Да, можно было красоту. видно, что заметили, что там. Уже у нас блюдо готово. Все мы прекрасно знаем, что в ресторане Парадис готовит безумно вкусно. А теперь мы узнали, кто является поваром здесь. Это действительно повар Зия, который не только все красиво оформляет, но и очень умело все это готовит. Меню Парадиса очень большой, и в него входит массу блюд не только национальных, но и европейских других, также турецкое, арабское, ну их множество, да. Ну а сейчас мы приготовили, конечно же, турецкое блюдо, у нас итальянское блюдо, и теперь нам стоит приготовить салат. А это какое блюдо является? Итальянский салат, это мозарелла называется. Мы вместе сейчас покажем, как это готовится. У нас вот следующее блюдо называется мозарелла. Мы готовим это сыр мозарелла. Это тоже не обычный сыр, не голландский сыр. Это готовится чисто из молока. Это соус готовится из фисташки, оливковое масло и рейхан добавляется. Мы готовим помидор в первую очередь. Помидоры. Так, выкладываем это вот именно так, как выкладывает Зия. Значит, нам нужно вот такие вот круга сыра и один помидор, да? Bunu bu şekilde yaptıktan sonra usta önce sosumuzu. Ну, вообще, из всех зелени, которые есть на этой планете, я бы сказала, что базилик один из самых вкусных таких вот видов зелени. Он такой аппетитный, такой вот у него специфический запах, и особенно бывает хорошо он к мясу идет, базилик, да? Вообще в приготовлении блюда одно из самых важных моментов бывает его оформление. Потому что, особенно в ресторане, всегда хочется, чтобы преподнесли это все очень красиво. Это очень важную роль имеет вообще в приготовлении блюда. Особенно, когда бываешь в ресторане. Всегда хочется, чтобы все было красиво. Было красивое обслуживание, была красивая обстановка и, конечно же, красивые и вкусные блюда. Сегодня мы в этом убедились, и в Парадисе в очередной раз я говорю о том, что здесь очень красиво все делают, и самое главное, что вкусно. Итальянский салат под названием мозарелла готов. Осталось только все это попробовать, да? Ну что же, Зия, большое спасибо за то, что сегодня раскрыли нам рецепты приготовления вот этих замечательных блюд. Будем накрывать стол и ждать наших гостей. Всего вам хорошего, приятного аппетита!
محنير لمني زوجك أحمد بيتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش صيولشي حواغية انتوك يسوقيقية خزانيك سحاجة أحسي قهوة بوخوش لحاجة يحيتاش كيرر دوق ولوزوش ويلك تنغين كرتيا سيخي سيالوكيا لحاجة يحيتاش كيرر دوق ولوزوش ويلك تنغين كرتيا سيخي سيالوكيا زما غير ويشي محنير لمني زوجك أحمد بيتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش أرتيستي بوخوش زود خريات سيخبوخوش حدوخكم فيلا مديغنا خيلا سؤال دايتينا أحزو دبيالوح سيوغر يوحونا شلولا وماريا سؤال دايتينا أحزو دبيالوح سيوغر يوحونا شلولا وماريا علولا ويأنا سويا خبخيشي أي بولا وسنا صحي زشويتشي أدوح كبيرتيا نخيل ديغرنا صديق ردوحيقا سنبال حاجها أدوح كبيرتيا نخيل ديغرنا صديق ردوحيقا سنبال حاجها زما غير ويشي محنير لمني زوجك أحمد بيتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش شلقة بيرم وحدحنا سيسكل زوالي بوخش أسعونا يوتش Народная артистка Чеченской Республики, всеми любимая Макка Межиева. Со своей семьей, и теперь предстоит нам попробовать то, что сегодня мы готовили. Мак, я очень рада видеть вас. Марш Йогахо, у вас прекрасный голос, вы прекрасный человек. И думаю, что сегодня будете прекрасным дегустатором. Да. Отведаете вот эти блюда, которые мы готовили, и передадите нашим уважаемым любителям всего самого вкусного и полезного, вкусно это или нет. Да, Тамила, я очень рада, что вы меня пригласили сегодня в Парадис, этот замечательный ресторан. Я здесь очень часто бываю и привожу сюда гостей, семью, детей. Здесь так просторно, уютно, очень вкусно готовят. И ребята очень доброжелательные такие, поэтому нам как дома здесь очень легко бывает. И сейчас я вижу здесь еду, но эту еду я вижу впервые. Так не терпится попробовать ее. Давайте тогда приступим к дегустации Макка, да, Алик? Приступим и передадим свои вкусовые ощущения. Ну а начнем мы с супа. Суп это томатный. Ох, мумези. Да, очень вкусные. Тамила. Кыр ишсам могшуоч хилца дог юч дог ялца хумца ялучунаца дог та ордорш. Чоца даган цени дагот эйцерёш чо хазчам болш я амёкар. Да мола Сеня амо хаширюсу. Да. Алик, а тебе как? Нормально. Завтра же будет готовить. Рецепты взяла, да? Да.
Нам принесли салат моцарелла, итальянский салат и кузур сарма. Вот такое вот блюдо. Мака, ягнячий рулет. Вот она это Вам, любит. да, Что связано с бараниной? да, правильно, человек должен питаться Баранина вкусным это и полезным полезно. мясом. И, конечно же, салат. Салат тоже у нас итальянский. Давайте тоже отведаем и попробуем. Ну, вот вы сейчас попробовали вот этот суп томатный. Понравился он вам? Очень приятная и легкая, и аппетитная еда. Абсолютно не будет мешать желудку, и можно ее в любое время кушать и есть. Ну, теперь приступим ко второму блюду, да, под названием кузур сурма. Это тоже турецкое блюдо, вкусное, я думаю, что будет. Давайте попробуем, Макка. Давайте попробуем. Попробуем и скажем нашим уважаемым зрителям, вкусно это или нет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вкусно даже? Прям во рту тает. Просто идет острый, очень идет Макка, вы любите вот острое, да? острое люблю. И она, знаешь, острый. Некоторые не знают, не рекомендуют острый. Почему, я не знаю, это говорят. Острый всегда кровь гоняет и от холестерина избавляет кровь. Вены очищает, и она от похудения тоже хорошо. Когда я закончу свою певческую карьеру, я стану народным целителем. Я вот так думаю. Да. Надо его ради, она знает, что хорошо готовит. Да? Я хочу стать народным целителем. Макка, тогда давайте как-нибудь и к вам придем домой, к Да, вам он на кухню, чтобы вы приготовили. преувеличивает. Не так. Я только умею народные, вот бывает настоящие народные, чеченские, вот получается у меня, но вот такие импортные еды у меня, просто у меня времени нет на них. Ну, я думаю, что вы найдете для нас время и расскажете Ну, нашим для вас-то найду. телезрителям там пару интересных вкусных рецептов приготовления, потому что все вас любят, Мака, вы вообще вся республика. Да что тут республика, целый мир вас любит. У вас просто замечательный голос, и вы действительно замечательный человек. Я очень рада, что вы сегодня с нами. У меня очень много любимых блюд, очень много. Все вкусные еда мое любимое блюдо. Ну, одно скажи. Ну, у нас, я вот очень сильно люблю долма на виноградном листе. Просто это национальная еда, мне очень хорошо нравится. И разные Эту еще еду тоже придумали путешественники. Между прочим, она очень хорошо делает, Она научили. очень держится долго при жаре. Не портится. В этой листе. Виноградный лист защищает ее. И Солено. далеко, когда вот в пустынях ездили, вот именно вот заворачивали ее в виноградных листах. Потому что она долго Кислотно сдает, она кислотно сдает не и портится. не портится. И его можно было в любое время кушать. У каждого народа можно чем гордиться, своя еда. Действительно, это очень полезно и именно подходит к этому народу. Каждый народ выбирает себе еду, которая им подходит. И растут растения тоже именно к этой республике, которая подходит. Почему? Вот смотри, в теплых краях растет апельсин, кокос, мандарин. Это почему? Потому что там всегда жарко, постоянно нужно пить воды, нужно жидкости много, поэтому, чтобы у них морщины не были. Вот смотри, цитрусы, это очень помогает против морщин, красиво выглядит. Вот как они живут, но все равно они без морщины бывают долго-долго, потому что это все цитрус очень помогает человеку. Витамин, большой витамин там. Наша республика есть чем гордиться. У нас очень полезная рыба, наши яблоки очень полезные, орехи, мед, вот этот козий жир, козье мясо, она очень полезна, надо ее чаще кушать, вот козье. А после 30-40 надо есть меньше говядина, нужно есть больше козье мясо и баранина. Вот. А почему баранину нужно побольше? Потому что она кровь очищает, когда у нас от говядины кровь густеет. Врачи знают, что это такое.
А баранина кровь гоняет, поэтому давление поднимается. Люди пугаются. Я говорю, не надо пугаться. Пей лекарство и ешь баранину. Да. Кушаем сегодня. Да, поэтому сегодня кушаем и баранину, и все самое полезное. Как они это вкусно готовят, оливки с чесноком. Я, когда мы были в Германию, зашла в их ресторан, мне так понравился их оливки с чесноком. Они вот дробленые были как-то интересные. Очень вкусно. Вот так. Мое телосложение мака тоже мне позволяет. Вот, позволяет. Ан херют и ясти борщ. Хилмаца есть зуд глезе. Зуд тоушка лез. Мне очень блюдо понравилось. И каждый раз, кто ее так красиво подаст и будет есть такое блюдо, он останется надолго, запомнить ее. Очень вкусно было, мне понравилось. Я очень рада, что сегодня была у вас и попробовала вот такой замечательную, интересную еду. Все одинаковое же, надоедается, вот хочется что-то другое. Вот, мне понравилось. Действительно, очень вкусное блюдо. Мне тоже все понравилось. Особенно мне безумно понравился вот этот замечательный томатный суп. И вот это вот турецкое блюдо, которое готовится тоже очень долго сравнительно. Я очень рада, что сегодня нашим дегустаторам все понравилось, потому что мы действительно старались. В принципе, по-другому быть не могло, потому что в Парадисе всегда готовят очень вкусно. Мы всех приглашаем сюда, потому что здесь не только вкусно, но и, конечно же, красиво. Особенно вот такие прекрасные здесь пейзажи, водопады, плюс еще музыка. Ну а что же касается музыки, Мака, может быть, споем что-нибудь и поднимем еще больше нам настроение? Конечно, без музыки очень плохо бывает. И споем Далмола.
بخمش دومشتينا دقنش ميرا تخيل ده أدمش لم نشتر عاري شيرا قيوم يحكى بخمش دومشتينا دقنش ميرا تخيل ده أدمش باش يسبحوا سونا مخاستن على ديني خش يستخا استيقلح سيادة باش خليقا داي مخاس باش يسبحوا سونا مخاستن على ديني خش يستخا سيري شبودة بيتشا كتحي زويلناش كوزح سنة مخدع ثانية تشو محشودناش سوريا شبود بيتشا تفتحي زويلناش كوزح سنة مخدع ثانية تشو محشودناش Ну и самое главное, друзья, оставайтесь всегда с нами на нашей кухне, где бывает только все самое вкусное и полезное. كوزح سنة مخدع ثانية دوتي شو محشودنا